Кадими заманларда бір койды эки аға кардаш яшайды. Бірінші қалпақчы, екіншісі ise аяқапчы екен. Қалпақчының ады Алим Уста. О пек мераметлі, ишкыр, мусафирчен бір адам еді. Знакомьтесь, это сказочница Зульфие Сейтвели. Совсем недавно в свет вышел ее первый долгожданный сборник авторских сказок «Тылсымлы кавал». Волшебными сказками Зульфия ханым увлекается более 7 лет. Я это серьезно не воспринимала, потому что, пришла сказка, придумала, и так она и уйдет. И вот она, почему-то у меня все время эта мысль «запиши». И вот я начала записывать. И такая интересная ситуация, я когда уже записала первую сказку, и не проходит и недели, как мне приходит уже вторая мысль, идея второй сказки. Тоже долго не записывала, такая, наверное, ерунда или что, вот как-то недооценивала я свои способности. А оказывается, наверное, Аллахтан дается способность, чтобы человек все-таки развивал талант. За все эти годы Зульфия Сейтвели написала более 30 сказок. В сборник вошли 7 из них. Ага Кардаш, Мираметли Айшебитай, Бульбульнын сесі, Тенбель Оглан, Бахатсыз егіт, Чөлмекші Вебай и Тылсымлы кавал. Красочные иллюстрации художника Рустема Ваапова завораживают. Сказки на крымско-татарском языке с колоритными персонажами и увлекательными сюжетами имеют поучительный смысл и воспитывают положительные качества. Воспитывают, да, воспитывают детей, показывают, где хорошо, где плохо. В простой форме дети начинают понимать волшебные персонажи. И Азиз Деде появляется, он помогает людям, одушевленные. И, можно сказать, такие волшебные, как Тылсымлы Эмен Терега, волшебный дуб. Он желание исполняет. У меня всегда добро побеждает зло. И мне очень сильно помогает Диляра Абибулаева. Она подсказывает какие-то окончания где-то не так, какое-то слово может подобрано. Но я цель себе поставила писать только на крымско-татарском. Когда даже я пересказываю на русском языке крымско-татарские сказки вот свои, вот что-то теряется, может быть, колорит какой-то теряется. То ли сказать в одной деревушке, то ли сказать «быр-корде», «быр адам яшайды». На написание сказок Зульфия Сейтвели вдохновляет все, что ее окружает, а особенно родной и любимый Карасу-базар. Идеи часто приходят из общения с друзьями и близкими. Вдохновляет крымская природа, когда я к реке хожу. Вот это вдохновляет. Хорошие отзывы, если прочитали, друзья, тулганлар, родственники прочитали сказку и говорят: ой, как интересно, ой, нам понравилось. Вот это тоже вдохновляет, что кому-то нужны эти сказки, и кто-то читает. Не просто на полочке эта книга будет лежать, а именно, чтобы читали. Вот это вдохновляет. Сказки Зульфие Сейтвели будут интересны не только детям, но и взрослым. Сборник сказок «Тылсымлы кавал» можно приобрести у автора, а также в книжном магазине «Хазине». А Зульфия ханым и дальше обещает радовать нас своими волшебными сказками. Она мечтает, что когда-нибудь на темы ее сказок будут написаны сценарии к детским и юношеским фильмам.